Кейінгі сөз депутат Айжигитов Султанбай Абдрашитовичте. Мындай суроо бар да. Жанагы 90% деп вообще от всей прибыли вы получаете 90%? Полностью, да? Да, от прибыли. Или от определенной части? Нет, от всей прибыли 90% От идет в всей республиканский прибыли, бюджет. Хорошо. Анан эмберде эмеде. Вот сейчас вот жанагы 90 на 10. Ну понятно, бюджетке барса куда используется. А вот Национальный банк остальные 10%, на что он, калькуляцию можете сделать, на что вы тратите эти деньги? Они поступают на статью обязательные резервы, это влияет на устойчивость капитала в целом. То есть устойчивость капитала увеличивается Национального банка. Просто для резерва, да? Вы его держите Обязательно в резерве. резерв. Ну, каким-то образом вы в своей хозяйственной деятельности его используете? Для своих нужд? Нет, Для нужд нет. развития банковской системы, например. Для развития, допустим, того же Национального банка. Вы его используете каким-то образом? Нет, это для увеличения адекватности капитала А Национального откуда вы банка. тогда на свое развитие берете деньги? Вы же из бюджета ничего не получаете. Зарплату откуда, ремонт Султан откуда Абдрашитович, берете, оборудование откуда берете? У нас есть свой бюджет доходов и расходов оттуда. Ну вы же из прибыли же оставляете эти деньги определенно. Ну, прибыль же остается за вычетом доходы, расходы и прибыль. Вот. То есть расходы, доходы уже произведены. Здесь вот эти оставшиеся 10% вы держите исключительно для равновесия резерва. Для капитала. Равновесия баланса, Да. правильно? Для баланса. Вот. Хорошо, теперь вот смотрите. Бердамдеда, вы себя везде форматируете как некоммерческую организацию, которая не делает прибыли, правильно? Правильно. Но на самом деле вы хорошую прибыль получаете. Ну, прибыль получена в результате того, что в этом году такого уровня и объем интервенций. Ошону мындайда сиз жанагы эмени айтпадыңыз да, давайте перечислим. Первое, это разница курса, да? Правильно? Когда поступают к нам доллары, Да. вы их меняете, вы действуете как обычный обменный пункт. У вас есть закупка сома и продажа сома. Вот вы Да. просто продаете по курсовой разнице. Отсюда у вас... Но мы не просто продаем, мы ну с вот целью стабилизации я обменного просто- курса продаем. Я понимаю. Это другой вопрос, это другая качественность. Это прямо взаимосвязано. Это качественно. Сейчас мы только ведем речь. Вот моим коллегам Фархатбек задал вопрос. Источники, да. Сіз мен ошон лайт вот там. Ту качественную часть пока мы не будем трогать. Она, Улджерде, вот смотрите, а второе у вас что? Вы же переоцениваете свои активы, правильно, которые вложили куда-то? У вас же есть активы? Можете Есть сказать, такое, какие да. у вас активы? Мгм. Какие у вас активы? Это не секреты, я надеюсь, да? Ценные бумаги, депозиты. Депозиты, ценные бумаги. Какие ценные бумаги? Чьи ценные бумаги? Мы покупаем ценные бумаги эмитентов первоклассных, в частности, центральных банков развитых государств. Это вы покупаете на золотовалютные резервы свои, правильно? Вы же куда-то же его вкладываете? Или у себя здесь в бункере где-нибудь наличности держите? Это часть наших резервов. Ну, вы же из золотовалютных резервов же покупаете, правильно? Да? А нам дан один источник, золотая часть золотовалютного резерва. Сколько сейчас золотом обеспечено? Более 600 миллионов долларов. Нет, а вот в процентном соотношении валюта и золото какое? Сколько в Золото- золотовалютном резерве золото составляет сколько процентов? Золото более 20%. Более 20%. Из-за того, что золотые цены на золото растут, вы здесь тоже получаете прибыль, правильно? Да. Вот. Правильно. Потом еще учетная ставка у вас сегодня сколько? 8,5. 8,5 уже? Да. Учетная ставка, Да. Ну, вот. Это говорит о том, что очень много денег, да, на рынке? Да, вы правы. Поэтому вы их вытаскиваете за счет этого. Правильно? Вот. Вы и здесь тоже получаете прибыль. 8,5%. Вы выдаете кредит на межбанковском рынке.
банка. И от этого 8,5% получаете. Почему вы говорите, что вы не получаете прибыль? Мы с начала Я года по понимаю, таким вы там ставкам не выдавали. Качественно, конечно, вы используете его как инструмент регулирования банковской системы, но вы ведь еще и прибыль получаете. Понимаете? Я просто хочу сказать, что вы были честными с обществом, чтобы вы себя не форматировали как некоммерческую организацию. Да, цели у вас, конечно, другие, но вы еще и действуете как коммерческая организация. Вы просто стоите во главе этих всех коммерческих банков. Да? Она не да. Но смотрите, я не столько хочу это сказать. Вот, например, денежно-кредитную политику за 30 лет, которую вы проводите у нас в Кыргызстане, у нас сложилась такая ситуация на рынке. Сегодня кредитная ставка сколько? Свободная кредитная ставка, которая доступен всем. Сомовая или долларовая? Сомовая только. Сомовая 16,6 средняя. 16,6 это доступная? Извините, 16,7, я могу сказать, я ни в одном месте не смог получить. Я получаю, извините, там 18 тегенмен, туда-сюда фактически 20% получается. Это самое минимальное. Я со своими знакомствами туда-сюда хлопжатып алгаман. А из-за того, что сейчас процентные ставки растут, учетные ставки, там еще больше стало. Правильно же? Ваша учетная ставка же сразу туда добавляется. Того, что вот вы первые сказали, я не совсем с вами согласен. Насчет Всего какого? заемщиков 477 тысяч. Соответственно, ставки могут быть разные. И если Нет, ваша вот ставка смотрите, 20, давайте говорить о среднем. средняя 16,6. На сегодняшний день на свободном рынке свободно можно получить, там самое выгодное это 20%, а так 24%. Любой может прийти и получить доступно эти деньги. А ниже уже на выбор, выборочно. Не всем доступны эти деньги. Но не об этом речь. Вот теперь смотрите, ситуация какая. Вы знаете, сколько рентабельность на перерабатывающей отрасли? Я думаю, она выше, чем депозиты в комбанках. Нет, сколько, вы знаете? Затрудняюсь ответить. Ну вот, я вам скажу, 8, максимум 15%. Даже в гостиничном и ресторанном бизнесе 12-15% рентабельность. Понимаете? А доступно 24%. Значит, практически реальному сектору эти деньги абсолютно недоступны. Поэтому у вас в национальном банковской системе сегодня ежедневные свободные резервы сколько составляют? Около 27 миллиардов сомов. Вот, 27 миллиардов сомов. 2 года было всего 16, а сегодня 27 миллиардов сомов. Почему они там накапливаются? У вас 27 миллиардов сомов ежегодно лежит свободные, и спроса на него нет. В то время как бешено нуждаются все в деньгах. У нас это избыточная ликвидность коммерческих банков. Да нет, это не у нас. Вы же во главе стоите. Чего вы отдельно отделяетесь? Банковская система это ваша. Вы во главе этой всей банковской системы стоите. Я персонифицирую, где эти деньги. Я вам качественную сторону говорю. Вот сейчас вот сложилось так. Видите как, 27 миллиардов сомов ежедневно свободные лежат, и они бездвижные лежат. Они вообще никакой пользы не приносят. Они недоступны из-за вашей денежно-кредитной политики. Они приносят пользу своим владельцам. Да нет, они приносят, откуда эти деньги получают? Откуда вот пользу приносят? Они размещают их на краткосрочных депозитах, размещают ноты Национального банка. Куда размещают? Куда еще размещают? Покупают ценные бумаги У кого покупают? у Национального банка. Еще у кого? Могут купить у правительства. В правительстве. Вот и все. Вы, получается, просто-напросто, если народ нельзя вот так вот общипать через процент, так вы через бюджет его получаете, потому что ценные бумаги у бюджета покупаете. Это не мы А покупаем, потом вы, значит, владельцы. вы продаете свои бумаги, и в результате получается это просто, откуда у вас прибыль? Вы не из прибыли, вы просто печатаете деньги под него, вы увеличиваете денежную массу. Как раз таки по нотам Национального банка мы несем огромные расходы. Вот смотрите, вот вы несете расход, вот именно несете расходы, для того, чтобы вот поддержать этот вот высокий процент. Когда вы начнете снижать процент? Когда у вас денежные кредиты, политика будет направлена на снижение процентной ставки. Видите, эти деньги, они недоступны для экономики, поэтому они лежат.
Поэтому они все на спекулятивном рынке, на Рахмат, финансовом рынке. регламент келайық, шо 5 минутыңыз Азыр- уже мөөнөтү жыйынтыктап коюңуз. Вот они мне дают свое время. Да. Вот он мне Эме дает. Да, он 1,5 минуты всего говорит. Хорошо, анда кыскача жыйынтыктап коюңуз. Азерберда, это очень важно. Очень важно. Теперь смотрите, у вас сегодня банковский депозит сколько? 15%. Депозитная ставка. Где-то примерно 13-14. 14-15. Вот правильно. А рентабельность в реальном секторе 12% максимум. И в результате получается, вы за счет того, что высокие депозитные ставки ставите, вот политика, наверное, вот там, вы из реального сектора мало того, что дефицит, вы еще оттуда выкачиваете деньги. Из-за этого у вас депозиты растут в банковской системе. Вы там хвастаетесь, вот у вас депозиты каждым годом. Да потому что некуда людям вложить деньги. Поэтому они отдают туда, потому что гораздо легче положить в этот самый в депозит и получать 14%, чем вложить в экономику и получать 12%, рискуя всем. Понимаете, без головных. Соответственно, вы выкачиваете из реального сектора. Вы еще больше заставляете дохнуть реальный сектор экономики. Это что за денежно-кредитная политика? Я извиняюсь, вы путаете. Нет, я не путаю. Вот вы мне просто объясните. Я вам просто объясню. Депозиты Вот смотрите, принимают это коммерческие банки, не Нацбанк. Нет, извините. И депозиты принимает Комбанк и размещает их в кредитах. И значит, если вы так думаете, то мне очень жаль. Мне очень жаль, если вы так рассуждаете. Вы ничем не... Вы, извините, вы во главе коммерческой банковской системы стоите. Вы во главе стоите. Вы там правила игры, в какую денежно-кредитную ипотеку ведете, и точно так же в соответствии с этим вся банковская система работает. Уже он денежно-кредитная политика ваша сейчас просто-напросто делает для реального сектора, для экономики недоступными денежные средства, а с другой стороны еще выкачивает оттуда. И в результате мы дохнем, наша экономика дохнет. Ваша денежно-кредитная политика просто душит нашу экономику. Вот о чем идет это. Вот что на этого там. Как вы собираетесь это исправить? Для этого нужно просто снижать процентные ставки. Надо сделать, чтобы процентные ставки по кредитам были ниже, чем рентабельность. Вот тогда реальный сектор будет доступен для них. Если, допустим, будет 5%, реальный сектор до некого вот у них появляется возможность получать 7-8% рентабельности, прибыли. Понимаете? Но у него же ведь еще и другие есть расходы. Поэтому там 4% наш пашкарек. Вот сейчас тоже рекомендация, тоже президент сделал, чтобы давайте 4%. Как вы собираетесь вот это вот поручение президента выполнять? 4%. Хан Пширасуна. А теперь раз нарушено. Денежно-кредитно. Какую политику надо сделать, чтобы 4% было? Есть какие-нибудь мысли? Насчет снижения процентных ставок я с вами согласен. А в остальном, к сожалению, у вас искаженное представление о Да банковской нет, не системе. искаженное. У меня, я вам могу сказать, это не искаженное, это реальное. Это реальное. Насчет реально. 4% это я вам комплекс скажу, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. То есть там один центральный банк, он эту проблему не может решить. Да нет, Он извините, вместе с кабинетом министров эту проблему решает. Кредитная политика должна быть направлена на развитие экономики. Понимаете в чем? Другое дело, что нету никакой программы развития, соответственно, вы и денежно-кредитную политику нормально не ведете. Здесь и правительство не работает, и вы тоже ничего не делаете. Если чисто рыночным, вам нужно просто механизм. 90% населения по уши в долгах. 90%. В связи с пандемией они вообще не способны их выплачивать. Поэтому они все там горят, лишаются жилья и все прочее остальное. Вы думаете над тем, как сделать вот эту вот реконструкцию, вот эту вот задолженность? Продлить немного это и понизить процентные ставки. У вас есть такой механизм? Механизм простой, он общемировой. Расширение и углубление конкуренции на банковском рынке. Нет, это общие слова. Это общие слова. Вы опять хотите сказать, рынок все решит. Рынок ничего не решит. Рынок вот как сложился, вот как ваше имя говорит, у Шаваджара сложилось. Вот нету у вас, понимаете, ничего? Нету. Денежно-кредитная политика у вас неправильная. Ее нужно менять. Она должна способствовать экономическому развитию. А вы, наоборот, душите экономику со своей денежно-кредитной политикой. Когда будем исправлять эту ситуацию?
Сожалею, что у нас разные представления о рыночной Нет, не разные экономике. представления. Давайте я вам расскажу, как это можно сделать. Давайте. Давайте Мы пригласим вас в Национальный банк, расскажете. Хорошо? Давайте порешаем. Это очень просто делается. Спасибо.